Давайте мы прочитаем сразу место Писания. Это Исход. 25 глава с 1 по 9 стих. С одной стороны, может быть, неожиданно как-то. Бутылочка с поилочкой. Детская какая-то, спортик называется. Хорошо, давайте прочитаем. Исход 25 глава с 1 по 9 стих. Все места Писания, которые я буду читать, будут звучать в новом русском переводе, если не оговорено отдельно. То есть иногда мы будем, пару мест будет в синодальном. Итак, Господь сказал Моисею: «Скажи израильтянам, чтобы они сделали мне приношение. Принимайте приношение для меня от каждого, чье сердце велит ему это сделать. Вот приношение, которое вы примете от них: золото, серебро и бронзу, голубую, пурпурную и алую пряжу, и тонкий лен, козью шерсть, покрашенную красным, баранью кожу, кожу дюгоний, древесину акации, оливковое масло для светильников, благовоние для масла помазания и для возжигания, оникс и другие самоцветы, чтобы украсить камнями эфод и нагрудник. Вели им сделать мне святилище, и я буду обитать среди них. Сделайте это жилище и все, что в нем по образцу, который я тебе покажу». Смотрите, какая ситуация. Израильтяне только что освободились из египетского рабства. Они только что вышли из Египта. Провели в пустыне около месяца и встретились с Богом у подножия горы Синай. Это вот предыстория того текста, с того места, где мы сегодня читали. Вы все знаете, да, про рабство в Египте и так далее. Однажды кто-то считал, что на тот момент, когда евреи, когда Израиль, он вышел из Египта, то вот в пустыне, в Синайской, было 3,5 миллиона человек. Представьте, то есть на тот момент всех, кого Моисей вывел из рабства, 3,5 миллиона. У нас в Якутии сколько? 1 миллион во всей Якутии, во всей республике, не в городе Якутске. То есть это 3,5 Якутии, да? 3,5 Новосибирска, если в Новосибирске миллион. 6 Владивостоков. Я вам просто, чтобы вы представили, 3,5 миллиона – это очень много людей. И они следующие 40 лет провели в пустыне. Ходя по пустыне, 3,5 миллиона человек. Пустыня не самое плодородное место, так скажем, да? Рыбку не поймаешь, просто так воды не наберешь. Кто-то считал, да, что ориентировочно, чтобы прокормить 3,5 человек, надо 500 тонн продовольствия в день. То есть это приблизительно равно, вот если 2 грузовых состава железнодорожных загрузить, каждый будет 1,5 километра. Каждый день. Это чтобы они поели. 4000 тонн дров надо только для приготовления пищи. Если из расчета по 4 литра в день на человека в пустыне, то есть чтобы обезвоживания не было и так далее, минимальная норма 12 миллионов литров воды. Только представьте, когда они разбивали лагерь, это было 40 на 50 квадратных километров. То есть это не просто так, 3,5 миллиона. Я к чему это говорю? Вы знаете, если ты пытался что-нибудь когда-нибудь организовать в своей жизни, выезд, например, на природу, 10, 15, 20 человек, 100 человек уже начинаются, нужна какая-то организация. Здесь 3,5 миллиона. Я просто, какие чувства были вообще у Моисея? Как он собирался вообще все это делать? Как он мог помочь всем этим людям, прокормить их, взять на себя вот эту ответственность? Вы представьте, как он вообще собирался это сделать? Вы все знаете, что он вообще и не собирался этим заниматься. В том смысле, что он бы не справился сам по себе. Если бы это была просто задача человека, он бы никогда не потянул этого. Это невозможно. Но это была работа Бога, это была его забота. Он сказал, что ты иди, а я буду
с вами, я буду все делать. Вы знаете, и все чудеса, которые совершались, и манна, которая выпадала как роса каждое утро, то есть еда, которую можно было собирать и есть. И я просто, представьте, вот я вижу, как Моисей, он говорит, я вообще не смогу этого сделать. Я не потяну всего этого. Но я знаю Бога, который все это может сделать. Знаете, как вот говорят, расслабься и получай удовольствие. Есть Божья часть, есть наша часть. Но смотрите, вот то местописание, которое мы читали, там Бог, Он что говорит? Он говорит о том, чтобы народ построил ему скинию. Да? Скиния – это что? Это походный храм, походный шатер, храм, который был у Израиля во время всего их скитания по пустыне. И Бог провозгласил следующее. Давайте мы еще раз прочитаем место. Исход 25 глава, 8 стих. «Вели им сделать мне святилище, и я буду обитать среди них». Здесь святилище, место обитания. Я буду обитать, я буду жить среди них. Бог всегда будет среди них, Он будет заботиться о них. Никогда не забудет их и никогда не оставит. Всегда будет обеспечивать им их нужды. Но им нужно было знать, что Бог, Он рядом, что Он с ними. Что я хочу подчеркнуть? Смотрите, на самом деле, вот Богу не нужно было вот это святилище. Ему не нужно было место, в котором Он мог бы обитать. Вы понимаете? Он просил израильский народ построить скинию не для себя. Как будто у него нет места, где жить. Но скиния была для того, чтобы, да, в ней обитал Бог, но она была предназначена, смысл ее, чтобы Израиль, он смотрел на нее. Каждый раз, когда они смотрели на скинию, это было напоминанием того, что Бог говорил, я здесь, я с тобой, я с вами, не бойтесь ничего. Не смотрите на обстоятельства, на те проблемы, которые есть, что в пустыне того нет и сего нет, и как нам выжить. Кто-то может спросить, классная история, все мы это знаем, зачем ты нам это рассказываешь, еще и говоришь про Рождество? Почему это так важно для нас? Почему лично для меня, для тебя важно, что Бог хотел построить эту скинию? Давайте посмотрим Новый Завет, Евреям 8 глава, 5 стих, где говорится следующее. Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Моисей перед тем, как строить скинию, был предупрежден. «Смотри, — сказал Бог, — сделай все точно по образцу, который был тебе показан на горе». Смотрите, скиния или шатер, вот этот храм походный, было посланием, и есть послание даже для нас, для верующих, для христиан, о Божьих планах, которые будут. И вот это вот святилище, которое хотел Бог, чтобы было построено, это не просто шатер, который палатка, можно пойти и на китайском рынке купить, там большую палатку. Но там был заложен определенный смысл, поэтому Бог хотел, Он хотел, чтобы мы что-то поняли. И Он именно поэтому давал точные инструкции, как и что должно было быть сделано, где что должно было стоять, из какого материала, где покрыто, какое расположение предметов внутри. Все должно было сделано быть по определенному образцу. Возникает вопрос, что же Бог хотел, чтобы мы увидели здесь? Вот, во-первых, я хочу вот именно этого коснуться и показать вам. Смотрите, прежде всего, что мы можем здесь увидеть? Я хочу вам сказать, что Бог мог бы создать скинию просто силой своего слова. Вы понимаете это? Если ты веришь в то, что написано в Библии, мы читаем, что Бог силой своего слова сотворил весь мир. Для Него не составляло бы труда сделать какой-то шалаш, шатер. Он мог бы сказать, и она бы появилась, но Бог этого не сделал. Смотрите, Бог сказал Моисею, Исход 25 глава, 1 стих.
с 1 по 2. Господь сказал Моисею: скажи израильтянам, чтобы они сделали мне приношение. То есть жертву, пожертвовали, приношение. Принимайте приношение для меня от каждого, чье сердце велит ему это сделать. И там дальше мы читали, все расписано, что нужно было. Это весь материал, который пошел. И золото, там и серебро, и бронзу принимали, и кожи пурпурные, раскрашенные, которые там все было это устроено. И я хочу сказать, что, смотрите, это было поверх десятины, которую платил Израиль. И помимо всяких просто пожертвований регулярных, которые они делали. Бог сказал: я хочу, чтобы мне было сделано особое приношение. Бог просил о дополнительном пожертвовании в качестве подарка для него. Вы знаете, я вот что в этом вижу? По сути, Бог говорил: если вы хотите, чтобы я был посреди вас, я хочу, чтобы вы были вовлечены лично. Чтобы вы принимали участие в этом процессе, чтобы организовать, чтобы я был посреди вас. Чтобы были вы вовлечены в эту реальность. Вы знаете, это мне напоминает, как вот мы иногда, вот раньше мы, когда делали какие-то выезды, мы даже никогда деньги не собирали. То есть мы едем на природу всей церковью, нанимали автобусы, покупали еду, что-то готовили, и мы не делали никаких дополнительных сборов на выезд. Мы просто брали это деньги из церкви. Да, то, что у нас, например, если сумма какая-то была накоплена. Но я верю, что на самом деле, вы знаете, если человек, он хочет поехать, он хочет принимать в чем-то участие, вернее, не так. Если он хочет отдыхать хорошо, нужно принимать в этом участие. Это нормально. Вы знаете, что мы там стали по 500 рублей какие-то собирать? Представьте, у нас каждый раз выезжает больше 100 человек. По 500 рублей это 50 тысяч. 50 тысяч это уже нормальные деньги. В смысле, можно там мясо купить на них, еще что-то сделать. Может быть, не совсем удачный пример, но суть в том, что человек обычно не ценит, если ему что-то достается просто так. Если просто раздавать стоять, знаете, как легко пришли, легко ушли. Получил бесплатно, если потерял, да и... Человек не ценит обычно, но если он во что-то вкладывается, если он что-то создает, он понимает, чего это стоит, он начинает это ценить. Я вам такой пример приведу. Вот здесь, смотрите, Бог, Он хочет, чтобы... Он, конечно, мог создать все сам, силой своего слова, но Он говорит: пусть народ сделает мне приношение особенное, чтобы они понимали важность вот этого всего. Бог, Он создал человека, Он прекрасно знает, как мы мыслим. И люди с радостью несли. Вы помните, они там насобирали больше, чем нужно. Так что сборы приходилось останавливать. У нас, когда ковид был такой период, когда мы вообще не проводили собрания. Мы, вернее, проводили собрания, но мы их делали закрытыми. То есть мы делали трансляции, здесь снимали, знали только избранные люди, но были такие люди, которые все равно приходили. И была одна сестра пожилая, может быть, не очень хорошее слово пожилая. Как сказать правильно? Возрастная? Да, почтенного возраста. Суть в чем? Она не приходила на собрание, потому что, вы знаете, из всех утюгов нам говорили о том, что особенно люди старшего возраста, они подвержены. И она не приходила, но раз в месяц она приходила для того, чтобы принести пожертвование и десятину. Она собирала конверт, она специально приезжала, вызванивала кого-то. Точно кто-то будет? Потому что мы иногда, когда я сам заболел, мы тем более, то есть, мы вообще... то есть мы здесь собирались, все равно, в смысле, снимали, но мы закрыли, то есть официально, то есть двери, они были закрыты. Мы просто делали трансляцию. И даже тогда я просто выхожу, у меня под дворниками на машине там какая-то записка там типа, мы приходили, но обычно люди мне звонили, мы, кого-то пускали, было такое. Но что я хочу сказать, что вот эта женщина, она вкладывалась в церковь, как и многие другие. Почему? Я верю, что потому что она чувствует присутствие Божие. Она хочет принимать участие в Божьей работе. Вы согласны? Что такого, что вот прямо нужно было приезжать
И я, кстати, хочу вам сказать, вы знаете, ну, мы после ковида уже, кто-то, люди, ну, как-то отсеялись куда-то, где-то что-то. Но вот во время и вообще в процессе, насколько я помню, в частности, даже по пожертвованиям, мы особо не просели. Вы знаете, ну, слава Богу просто. Другой пример просто я хочу вам сказать. Вот, на протяжении всей вот истории у нас периодически возникают какие-то ситуации. Ну, например, когда предстоит большая покупка, вот, например, мы покупали ковровое покрытие, то есть 500 тысяч рублей. Как-то мы всегда бежим впереди паровоза и немножко вперед. То есть мы не ждем, когда вся сумма она накопится, и мы такие, купим ковровое. Нет, мы строим планы, когда еще у нас 1 рубль, и уже заказываем, когда у нас 200 тысяч, а потом, когда приходит, нужно выплатить. И периодически возникали какие-то, то же самое с оборудованием, с музыкальным, которое стоит недешево, там разные предметы, которые мы покупали. Периодически, знаете, я как-то озвучивал, либо в собрании, либо 1 на 1 с кем-то. И часто люди откликались и делали дополнительное пожертвование, просто закрывали эту тему вообще. Хотя там даже, если там, ну, вот можно занять как бы на церковь, потом мы как бы вернем и так далее. Почему люди так поступают? Я верю, что, ну, они, может быть, слышат Духа Святого тоже. Они хотят быть частью Божьей работы. Вы понимаете? Вы согласны со мной? То же самое было там. Да? Бог, Он сказал, я хочу, чтобы вы были вовлечены. Итак, во-первых, Бог призвал Израиль вложиться в Его присутствие посредством жертвы на строительство скинии. И Бог дал, в свою очередь, Израилю скинию, потому что это было Божьим заявлением о том, что Бог собирается также вкладываться в Израиль, как Израиль вложился в строительство этой скинии. И Бог здесь говорит, что вот это вот заявление Его, вы строите мне эту скинию, и я буду обитать среди вас. И не просто, смотрите, вот второе, что я заметил. Мы на протяжении Писания можем читать, что Бог, Он ходил с Адамом, написано, Евой. Енох был такой, помните? Не увидел смерти, и Бог забрал его на небо. Ты до сих пор думаешь. Ной, Авраам. Но здесь Бог, Он ходил с отдельными людьми. Вы понимаете? Вот он праведник, он мне нравится, я хожу с ним. Но здесь скиния, она была вот таким образом сказать Богу, я собираюсь ходить с народом. Он говорит, что вы будете, Израиль, моим народом, я буду обитать среди вас, я буду жить среди вас, как Бог. Вы со мной? У скинии, помимо этого, вот мы если сейчас прочитаем, было еще одно напоминание о том, что Бог, Он обитает среди них. Вы знаете, что днем над скинией стоял облачный столб, а ночью огненный. Да? Давайте мы прочитаем это место. Исход 40 глава, 36-38 стих. Во всех странствиях израильтян, когда облако поднималось от скинии, они отправлялись в путь. Но если облако не поднималось, они не отправлялись в путь до тех пор, пока оно не поднималось. Облако Господа было над скинией днем, а ночью в этом облаке горел огонь на глазах у всего дома Израиля во все дни их странствий. Итак, куда бы ни направлялся Израиль, Бог был прямо там с ними, обитал среди них. И в этом был смысл вот этого столпа, облачного и огненного. Они каждый раз, он обозначал присутствие Божие. Они смотрели, видели, вот он столб, Бог с нами. И если он не поднимается, никто ничего не делает. Поднимается столб над скинией, пора в дорогу. Ну, представьте, 3,5 миллиона человек, пока они свернут лагерь. То есть это невозможно было просто взять и с утреца собрал, вечером поставил. Ну, вы понимаете, да? Пока все это свернешь, сколько часов уйдет? Пока ты выдвинешься куда-то, пока ты там сколько-то пройдешь. Ну, то есть до следующего места привала ночевки, я не знаю. Кто-то может сказать, ну да, если с утра разворачивать, вечером сворачиваем, как раз 40 лет будешь ходить, там расстояние-то небольшое. Если кто смотрел на карту, Синайский полуостров, он, не такой большой, чтобы его пересечь.
Но еще раз, всякий раз, когда столб двигался, люди двигались за ним. Я хочу обратить ваше внимание здесь. Не Бог двигался за Израилем, когда они собирались или куда они шли, но Бог, Он что? Он их вел. Его присутствие, оно было с ними, и были четкие инструкции. Столб облачный поднимается, пора в дорогу. Если он опускается или вообще не поднимается, никто не ерзает, никуда не собирается, мы просто тихо сидим, ждем. Когда Бог, Он призовет нас, и мы пойдем куда-то дальше. Израиль следовал за Богом туда, куда Он их вел. Я верю, что для нас, как для церкви, это также должно быть истиной сегодня. Давайте прочитаем первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий?» Вы все вместе, вы знаете, что есть места, что ты храм Духа Святого, да? В тебе Дух живет. Но мы все вместе, мы составляем тело Христова. Мы все вместе храм Божий, и в нас живет Дух Божий. Мы как тело Христа, тело верующих, Дух Божий находится прямо здесь, посреди нас. Точно так же, как в Израиле, где Бог был посреди них. Я верю, что мы точно так же должны следовать за Богом, как они следовали. Вы со мной? Не наоборот. Не так, что мы придумаем какую-нибудь идею, и Господь нас поддержит. Если вы заходите, у нас вывеска есть на двери. Заметили? Такая прозрачная, слева. На ней написано название нашей церкви. Церковь евангельских христиан, краеугольный камень. Краеугольный камень – это кто? Знаете, это Иисус. Есть несколько мест Писания, почему мы, собственно, название взяли. Давайте я вам одну прочитаю. Деяние 4 глава, 11 стих. «Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами, строителями, и который стал краеугольным». То есть краеугольный камень – это то, что ложилось в основание дома, затрагивало две стены, чтобы было прочное. И вот Иисус – это и есть тот краеугольный камень, то основание. И вы знаете, что на самом деле это не название нашего здания, краеугольный камень, но это заявление о том, что мы являемся церковью, которая желает следовать за Иисусом. Вы понимаете? Суть в этом заключается. Это не моя церковь, это не твоя церковь, это не ваша церковь. Никто не может сказать, что это моя церковь. Ну, в этом смысле, вы понимаете, чья это церковь? Церковь Христа. И в названии именно об этом заявление. Мы Ему принадлежим, Он глава этой церкви. Еще раз, Церковь Христа, потому что мы Его храм. Все вместе. И Его Дух живет в нас. Но Иисус не следует за нами. Мы следуем за Ним. Кто-нибудь скажет аминь? Спасибо. Смотрите еще раз. Вы помните, Скиния была Божьим напоминанием Израилю о том, что Он обитает с ними, то, что мы читали. Для этого была суть вообще построения Скинии. Чтобы Израиль каждый раз мог на нее смотреть и говорить: Бог с нами, Он проживает среди нас. На прошлых проповедях, которые я говорил, и прошлое, и позапрошлое, мы касались, и вот центральная мысль была, что Бог с нами. Это был Божий план изначально. Вы помните, когда Бог создал этот мир, Он создал человека, Адама и Еву, и Он хотел проводить время с человеком. Он хотел быть с ними, Он ходил с ними. Потом человек согрешил, и Бог так устроен, что ничто греховное не может быть в Его присутствии. И тем самым человек, он в лице Адама потерял связь с Богом. Не потому, что Бог такой коварный и не хочет с человеком общения. Он по своей природе не может, просто ты не можешь находиться в присутствии святого святых, если ты грешный. Но у Бога был план. Рождество Христово – это воплощение
части этого плана. Пришел Спаситель на эту землю, Сын Божий. Давайте прочитаем Матвея 1 глава, 23 стих. То место, которое мы читали. «Вот дева, в смысле девственница, забеременеет и родит сына, и назовут его Эммануил», что значит «с нами Бог». С нами Бог. Что он тогда был, вот он, понимаете, он потом, когда скинию, человек не мог находиться с ним, но вы знаете, что никто не мог войти во святая святых, где стоял ковчег завета. Только священник раз в год, иначе человек, он умирал, где вот оно присутствие Божие. Но был этот виден столб, и он таким вот, он скинию построил и сказал, что я буду обитать среди вас. Он всегда хотел быть с человеком. Но это не единственное место, вот, которое мы прочитали, что Матвея 1:23, «Дева забеременеет, родит сына, назовут ему Эммануил». Не единственный стих из Нового Завета, который говорит нам о том, что Иисус был Богом, обитающим с нами. Еще раз, скиния была напоминанием Бога о том, что Он был с Израилем. Очень интересное место Писания, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Давайте прочитаем. «Слово стало плотью и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины». Это новый перевод. И я не знаю, насколько вы понимаете. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что слово «слово» написано с заглавной буквы. Здесь что имеется в виду? Имеется в виду Иисус. Давайте синодальный прочитаем, вот, если кто привык. Синодальный перевод этого же места. «И слово» с заглавной буквой имеется в виду Иисус. «Стало плотью». Слово Божие, которое было от начала, которое творило, оно стало плотью в Иисусе. «И обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вы знаете, здесь идет именно отсылка к скинии. Слово – это Иисус. И вот это вот слово в новом переводе «жило среди нас», а в синодальном переводе «обитало среди нас». Вы знаете, как это звучит на греческом? Это слово. Скинау. И можно вывести, да. Часть речи глагол, смотрите, и оно означает обитать или жить в палатке, шатре, скинии. А слово скиния, мы сейчас коснемся этого тоже, это однокоренное слово, скиней звучит на греческом. И в русском языке у нас немножко по-другому устроено. У нас нет такого слова, глагола. У нас есть обитать, там, или жить в шалаше, в палатке. Дословно, если буквально перевести, это бы звучало как, палаточиться, скиноваться, то есть вы понимаете, жить в палатке. Здесь вот именно суть такой, то есть часть речи существительная, и из него образуется глагол. Вы понимаете, о чем я? Не очень, да? Смотрите, у нас 2026 год. В этом году у нас знаменательная дата, исполняется 150 лет первому изданию Библии на русском языке. 150 лет синодальному переводу в этом году. В 1876 году была, наконец, издана полная Библия на русском, первая Библия, получившая название «Синодальный» с той поры. До этого момента в стране, в России, во всех ее республиках использовался церковно-славянский перевод. Внимание! Издали Библию в 1876, это конец 19 века. А церковно-славянский перевод, за основу был взят перевод, который сделал Кирилл и Мефодий в IX веке, за 1000 лет до этого. То есть люди, которые по сути не являлись русскими, которые нам дали алфавит, вы знаете, Кирилл и Мефодий, придумали нам
грамотность, письменность, собственно, они перевели на старославянский язык Библию. И православная церковь до сих пор как бы за основу берется церковнославянский перевод. Но смотрите, почему я делаю такое отступление, рассказываю. Вы только представьте, простые люди в стране не имели доступа к Библии, они не могли читать Библию на понятном им языке. Была прямо насущная потребность. Это похожая ситуация, которая до этого за несколько столетий складывалась в католическом мире, где все было на латыни. И обыкновенные люди, они ничего не понимали. Ни на проповедях, ни в литургии, вообще ничего. И то же самое здесь. Старославянский язык, никто его не понимает. Очень тяжело, так скажем. Поэтому, вы знаете, например, дворяне, например, Александр Сергеевич Пушкин, он, как истинный дворянин, он читал Библию на французском, как и многие все тогда того времени. Хорошо, то есть с Европы можно было привезти, читать на другом языке, если ты владеешь другим языком. Но обыкновенные люди в России, у них не было Библии на своем языке. Вообще, на самом деле, может быть, это прямо отдельной проповеди, наверное, отдельного рассказа заслуживает. Величайшее событие. Почему синодальный? Потому что, собственно, Синод постановил, принял, и слава Богу за тех людей православных, кто сделал этот перевод. Все было не очень просто, то есть была всяческая оппозиция, потому что началась работа, по-моему, за 50 лет до этого вообще постановление царя вышло. Был такой у нас князь Голицын, он являлся министром просвещения, и еще какую-то он должность занимал, которая каким-то образом была. Он был генеральный прокурор в России. То есть вот такие вот вещи. И он родил зато, был ярым таким сторонником того, чтобы перевод был сделан на русский язык. Но все было не так просто, вы понимаете. Возникала куча споров о том, вообще нужно ли простым людям читать Слово Божие, священное. Зачем им? Гораздо проще, управлять людьми, когда они ничего не знают. В общем, суть. Сначала начали, потом приостанавливали работу, были какие-то гонения на переводчиков и так далее. Не суть. Я просто хочу вам сказать, что, слава Богу, все было закончено, но все, что нам нужно знать сейчас для сегодняшней проповеди. Смотрите, традиционная православная церковь, она за текстовую основу, с чего они переводят, они брали текст Септуагинта, называется. Это перевод 70 толковников или 70 старцев, перевод Танаха, то есть Ветхого Завета Библии с иврита, с древнееврейского, который был выполнен на греческий язык в 3-1 веках до нашей эры в городе Александрия. Что я хочу сказать? То есть старославянский перевод – это перевод с перевода. То, что касается Ветхого Завета. Новый Завет написан на греческом, переводился с оригинала, но Ветхий Завет, вы понимаете, Танах, он написан на еврейском. Но когда-то в свое время, то есть закончен был в первых веках до нашей эры, в Александрии перевели на греческий все. И церковнославянский перевод, он именно с Септуагинты. Синодальный перевод выполнен с еврейского, то есть то, что касается Ветхого Завета. Забыл название, как у нас там было. Масорецкий текст. Это то, что... суть в чем? То есть я по поводу скинии до сих пор. Мне просто всегда было интересно, что за слово такое. Его нет нигде больше. И для себя открытие сделал, что... Смотрите, давайте мы посмотрим. При всем при этом, вы знаете, митрополит Филарет при переводе, он предложил такой компромисс. Так как, представьте, уже 1000 лет используется церковнославянский, и за основу взята Септуагинта, то есть греческий вариант Ветхого Завета. И тут предлагают
переводить с еврейского. Понятно, что была оппозиция, и митрополит Филарет на тот момент, он предложил своего рода компромисс. Переводить еврейский текст, но дополнять его пояснениями, там в скобочках, например, ставилось в синодальном, и даже править в соответствии с Септуагинтой или старым церковнославянским текстом. И давайте мы посмотрим, вот еще раз, смотрите, что я вам хочу сказать. Вот Исход 25 глава, 9 стих. Синодальный перевод звучит следующим образом. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии написано, и образец всех сосудов ее, так и делайте». Вы знаете, вот еще раз, в синодальном слово «скиния» использовано, в церковнославянском также. Масорецкий текст, то есть на иврите. Можно, там есть слайдик, H4908 там есть. Вот на иврите это слово звучит «мишкан», «скиния». Часть речи существительная мужского рода означает «жилище, обитель, шатер, скиния», «дом». Но на Септуагинте, смотрите, греческое слово звучит «скиней». Ничего не напоминает? Существительное женского рода. Скиния, шатер, палатка, куща. Праздник куща. Это все синонимы. Обитель. То есть для меня очевидно, что на самом деле слово «скиния» было заимствовано из греческого языка напрямую. Но я вот искал вообще этимологию, то есть происхождение слова. Ничего не мог найти, но суть именно в этом, что сначала перевели с греческого, назвали слово «скиния», и оно стало обозначать, как многое, бывает, просто шатер звучит как-то, палатка, как-то не очень благозвучно. А скиния, непонятное слово, которое означает походный храм Господа, и вот оно 1000 веков обозначало, 1000 лет вернее там. И потом, когда делался перевод на синодальный, никто не рискнул слово «скиния» заменить на слово «шатер». Так и оставили греческое слово «скиния», которое так и обозначает походный храм иудеев. К чему я все это говорил? Давайте еще раз вернемся. Иоанна, 1 глава, 14 стих, то, что мы читали в новом русском переводе. «Слово, то есть Иисус, стало плотью и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины». Еще раз, в синодальном давайте тоже. «И Слово, с большой буквы, стало плотью и обитало», здесь переведено. Еще раз, вот это слово «обитало». То же самое слово, как «скиния», только это глагол. И означает оно жить в палатке, палаточиться. Вот он поселился в палатке, и он жил среди нас, он жил в шатре. Здесь именно отсылка идет к скинии. Я вам все мозги заплел? Или еще не все? Что я хочу вам сказать? Смотрите, Бог дал четкие инструкции, каким образом должна была быть скиния. Сколько там серебра должно было уйти на опоры под столбы. Сколько метров от одного столба до другого. Вход на востоке. Каким образом все расположено. Прямо четкие инструкции. Можно, у нас там есть картинка цветная. Вот приблизительно, то есть вы понимаете, это не фотография с дрона, а как бы репродукция, приблизительно как выглядела. Чтобы вы понимали, вход, то есть это вот огорожено, внешний двор, сама скиния, внутри находится святое, дальше святая святых, нам здесь не видно. Можно следующую схемку? То есть это то же самое, только просто по схеме сделано. Куда лучше? Давайте я вот сюда в сторону отойду, чтобы вам виднее было. Смотрите, схема выглядит следующим образом. Вход всегда был с востока, то есть помимо ограды, то есть вы видите, да, сделана ограда, вход с востока, сначала стоит жертвенник. Все видим. После него медный умывальник, место для омовения. Дальше внутри, когда мы заходим уже за святое, в скинию, в первой комнате справа мы видим стол с хлебами, предложение. Слева единственный источник света – это светильник.
который стоял. Прямо дальше, перед завесой, жертвенник для курения, для воскурения. То есть там постоянно все дымилось. А внутри, уже за завесой, куда в святая святых, куда никто не мог заходить, находится ковчег откровения. Смотрите, четкие инструкции. Каждый раз, представьте, 3,5 миллиона человек ходит, вот это все разобрать, погрузить, то есть поэтому нужны были в том числе левиты, которые занимались всем этим. Простые люди не занимались, но были священники, служителя в храме, которые все это сворачивали, заворачивали, грузили на скот, везли это куда-то, приезжали, разбивали по новой. Это немало людей надо, вы понимаете, да? Которые по очереди, помимо тех еще, кто нес службу непосредственно в самой скинии. Но всегда, когда разворачивали, один и тот же дизайн. Никогда не допускалось, ничего не переставлялось, и были четкие инструкции. Только таким образом вы определенным все ставите. Вы со мной? Смотрите, вот если взять, воображать или включить, у нас здесь четкое расположение. Восток, север же у нас сверху, как обычно на картах. Поэтому юг здесь, восток там, запад там. Но если взять и перевернуть картинку, представьте, можно следующую включить? Слайд. Обратите внимание. Это то, каким образом были расставлены предметы. И если провести вот так линии, они расставлены в форме креста. Уже одно это только, может свидетельствовать об Иисусе в будущем. Смотрите, жертвенник находится внизу. Говорил о жертве Иисуса Христа на кресте. Медный умывальник говорил об очищении, которое Иисус предлагает нам через свою кровь. Стол с хлебами предложения указывал, что Иисус – хлеб жизни. Подсвечник, светильник, что Иисус – свет этого мира, единственный источник в скинии. Жертвенник для курения указывает, что Иисус, Он всегда ходатайствует за нас перед Богом Отцом. А ковчег Завета был тем местом, где кровь Иисуса покрыла все наши грехи. Иисус пришел для того, чтобы шатриться с нами, обитать посреди нас. Вы понимаете? Он Эммануил, Бог с нами, то, что написано. У Бога всегда был такой план, Он никогда не хотел вас оставлять. Даже когда человек, он согрешил, у него всегда был план спасения. И именно поэтому Иисуса зовут Эммануил. Скиния или шатер был знаком, который указывал всегда на Иисуса. Знак, который в конечном счете указывал на Голгофу. Вы понимаете? Кто-нибудь что-нибудь понял? Потому что иногда... Я просто вчера сидел, когда уже и время поджимает. Я думаю, не слишком ли я куда-то меня понесло. Во всякие септуагинты. На самом деле, это все слово, собственно, то, что я не знаю, я смог до вас донести или нет. У Бога всегда был план. Вот что означает Иисус Эммануил, Бог с нами. Бог всегда хотел быть с человеком, Он всегда был. Просто природа Божья, она такова, что ничего греховное не может войти к Нему. И сейчас мы можем войти не потому, что мы такие клевые, и мы такие классные и безгрешные. Да потому что Иисус все сделал, вы понимаете? И когда Бог, Он смотрит на тебя, Он смотрит тебя через Иисуса Христа, Он видит своего Сына. Если есть в тебе Дух, а Он в тебе есть. Если ты покаялся, принял водное крещение, мы читали, нет никаких вариантов. И Он смотрит, и Он видит Иисуса. Он не вспоминает ничего прошлого. Я вам хочу таким примером закончить проповедь.
один город на западе, у них был ночной клуб, небольшой городишко на самом деле такой, но ночной клуб, который назывался «Врата ада». Ну, классное название для ночного клуба. И молодые люди приехали в город, пытаются найти, то есть там большая вечеринка, кто-то выступает, они пытаются найти название, где-то уже рядом подъехали, то есть это было еще в ту эпоху, когда навигаторов не было, по бумажной карте. Встречают полицейского и спрашивают, ну, как нам во Врата ада попасть? На той же самой улице, на самом деле, рядом, была церковь, название у которой была Голгофа. Полицейский отвечает, ну, едете прямо, и чтобы попасть во Врата ада, вам нужно проехать мимо Голгофы. Пропустите Голгофу, и вы попадете во Врата ада.